На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. При участии президента Абхазии Бадры Гунба армянская община республики на своем съезде избрала председателя. Стимул виноделам Абхазии. Третий национальный конкурс абхазских вин пройдет в этом году. В Сухуми стартует подготовка к летнему сезону. Специалисты МУП «Зеленый город» проводят санитарную обрезку деревьев. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ об утверждении членов Общественной палаты. Членами Общественной палаты республики утверждены Адлейба Астамур Борисович, Гогохе Коба Заликович, Гуния Анна Ивановна, Гургуля Алха Сахрович, Кварчия Бесалом Алексеевич, Кичба Гульнара Мелитоновна, Лазба Фрида Аркадьевна, Ломия Атар Качевич, Страничкин Александр Викторович, Табагуа Батал Иванович, Хапат Низам Хасанович, Хачарян Мелик Ардаваздович, Хашиг Руслан Мканович. Утром в пятницу президент Абхазии Бадра Гунба совместно с главой администрации Гулрыбского района Саидом Харази проинспектировал новое здание службы жилищно-коммунального хозяйства и технический парк. В распоряжении ведомства находится спецтехника, предназначенная для оказания помощи населению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Парк техники планомерно обновлялся в течение нескольких последних лет. Там работал гусеничный экскаватор. Соответственно, который была в гараже, все работы были выполнены. Также мы провели работы вместо дома. Все работы ежедневно проводим по заявлению. Очень приятно, очень приятно. Комфортнее работать в таких условиях. Это повседневная такая атмосфера. Руководители подразделения администрации Гулрыбского района представили отчеты о работе за 2025 год президенту Бадре Гунба. Алик Минасян вновь избран председателем армянской общины Абхазии. Такое решение приняли делегаты съезда, который прошел в Гулрыбском районе. В работе форума приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, депутаты парламента, члены кабинета министров, глава администрации Гулрыбского района, представители общественных организаций и гости из России. Участники подвели итоги трехлетней деятельности общины и обсудили дальнейшие планы ее работы. Подробности в нашем репортаже. Армянской общины Абхазии собрал 249 делегатов со всех районов республики. В зале представители власти, общественности и гости из России. В работе форума принял участие президент Абхазии Бадра Гунба, депутаты парламента и члены кабинета министров. В повестке отчет за 3 года и выборы председателя. Обращаясь к делегатам, глава государства подчеркнул, что многонациональность остается прочной основой абхазского общества. В рамках взаимодействия народов, проживающих на территории Абхазии, на мой взгляд, мы достигли очень высокого уровня толерантности, уважения, терпимости друг к другу. Более того, наши народы взаимодополняют, и это прекрасная возможность жить вместе, созидать и улучшать нашу страну. Это великое счастье и достижение, которое добыто в том числе нашими общими предками. Мы знаем, что вклад армянской общины в становление нашей страны велик. Конечно же, это прежде всего люди, которые трудились на благо и на созидание. Это ученые, преподаватели, учителя, медики, труженики, сельчане и, конечно же, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Мы помним каждого гражданина, который привнес свой вклад в становление нашего Отечества.
С приветственным словом выступил и глава администрации Гулрыбского района Саид Харазия. Он поблагодарил общину за активную общественную позицию и участие в жизни района. Мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству с руководством армянской общины. Перед нами много актуальных задач, решение которых позволит значительно улучшить уровень жизни наших жителей, и мы с Божьей помощью при непосредственной поддержке армянской общины готовы реализовать самые смелые проекты на развитие района. Ключевой частью съезда стал отчет председателя общины Алика Минасян. 3 года назад он возглавил организацию и пообещал регулярно отчитываться о проделанной работе. Хочу подчеркнуть, это не мой личный отчет, это результат нашей общей работы. Каждый из нас внес свой вклад в укрепление абхазского государства и сохранение культурной самобытности амшерских армян. Наш фундаментальный принцип остается неизменным. Армянская община поддерживает независимость Абхазии и способствует развитию ее государственных и гражданских институтов. И сегодня мы продолжаем следовать этому пути. По словам Алика Минасян, за отчетный период реализованы культурные, образовательные и общественные инициативы. Укреплены связи с районами республики и российскими партнерами. Делегатам был представлен подробный видеоотчет о деятельности организации. Ежегодно проводится один из самых масштабных праздников культуры и быта – Амшен. Это площадка, на которой представлены угощения, культура и колорит всего многонационального народа Абхазии. Амшен – это место дружбы, веселья, новых открытий и знакомств для тысячи людей. Мероприятие собирает участников со всех уголков страны и из-за рубежа. По итогам голосования Алик Минасян вновь избран председателем армянской общины Абхазии. Большинство делегатов поддержали его кандидатуру. Съезд подтвердил курс на развитие общины, укрепление государства и сохранение межнационального согласия. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абазатовы. Президент Бадрагунба направил генеральному прокурору Адгуру Агурба резолюцию собрания политических и общественных организаций Абхазии, состоявшегося 18 февраля в Сухуми, с просьбой провести проверку изложенной в ней информации в отношении указанных в резолюции должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Партия «Единая Абхазия» и Амцахара призвали к конструктивному диалогу и сохранению стабильности в стране. «Единая Абхазия» подчеркивает, что, несмотря на критику власти и политическую конкуренцию, все вопросы, включая кадровые, должны обсуждаться в правовом и институциональном формате, без ультиматумов и давления, которые могут дестабилизировать ситуацию. Президент Бадрагунба демонстрирует открытость к диалогу и действует в рамках Конституции, основываясь на интересах Абхазии. Позитивные изменения в стране – это результат курса президента, включая формирование кадровой политики, заявляет «Единая Абхазия». Партия Амцахара считает, что вмешательство оппозиции в кадровые вопросы обосновано политическими амбициями, а не заботой о стране. Партия предупреждает оппозицию о недопустимости дестабилизации ситуации в стране и дискредитации власти. По мнению партии, обвинения в адрес президента не обоснованы. Информация правоохранителей. Следователи передали в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора СП «Путь-А» Алика Агарба, сообщили в МВД. Согласно материалам дела, 7 сентября 2019 года Агарба заключил контракт с торговым домом РЖД, по которому купил 2 электропоезда с истекшим сроком эксплуатации. Эти поезда он продал Абхазской железной дороге за 18 миллионов рублей. АЖД отказалась платить за поезда, и решением арбитражного суда от 2 мая 2024 года с предприятия взыскали задолженность в 34 миллиона рублей, в том числе 18 миллионов за поезда, 16 пени. Умышленные действия Агарба повлекли тяжкие последствия для АЖД. Его вина подтверждается показаниями свидетелей, письменными и вещественными доказательствами, уточнили в ведомстве. Дело отправлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу. До вынесения приговора фигурант дела считается невиновным. 1
Роберт Киут поручил усилить безопасность к курортному сезону. Раскрываемость преступлений общей уголовной направленности в Абхазии по итогам 2025 года достигла 92%. Эти данные озвучил начальник управления уголовного розыска МВД Резо Гулария на рабочем совещании под председательством вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут. Смотрите материал пресс-службы МВД. Раскрываемость преступлений общей уголовной направленности в 2025 году составила 92%. Об этом в ходе рабочего совещания вице-премьеру, министру внутренних дел Роберту Киут доложил начальник управления уголовного розыска МВД Резо Гулария. За 2025 год в Республике Абхазия всего общей уголовной направленности зарегистрировано 623 преступления. Из них раскрыто 573 преступления, что составляет 92,0% раскрываемости. В сравнении с аналогичным периодом, то в 2024 году было зарегистрировано 573 преступления, раскрыто 536 преступлений, что составляет 93,5% раскрываемости. Из зарегистрированных преступлений в 2025 году к тяжким видам относятся 213 преступлений, раскрыто 177, что составляет 83,1% раскрываемости. За 2024 год было зарегистрировано 205, раскрыто 174 преступления, что составляло 84,9% раскрываемости. В совещании также приняли участие первый замминистра, курирующий криминальную милицию Руслан Ажиба, замначальника УУР Ринал Чолария. Согласно статистике, в 2025 году было совершено 10 убийств с покушениями, что на 4 единицы меньше, чем в 2024 году. Отдельно Резо Гулария остановился на теме борьбы с незаконным ношением огнестрельного оружия, которую на личном контроле держит министр внутренних дел Роберт Киут. За 2025 год сотрудниками УУР МВД РА, а также подразделений на местах было проведено ряд мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного ношения и хранения оружия и боеприпасов. Итак, за 2025 год было выявлено 106 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. За 2024 год было выявлено 63. В 2025 году было выявлено на 41 фактов больше, чем в 2024 году. Работу в вышеуказанном направлении необходимо усилить, отметил генерал-майор милиции Киут. Любое незаконное ношение – это посягательство на общественную безопасность, а безопасность наших граждан и прибывающих к нам туристов – это приоритет в работе милиции, подчеркнул министр. Динамика, конечно же, положительная, имеется в виду по раскрываемости. Ее нужно сохранить, это в первую очередь. Во вторую очередь, как и в прошлом году, в принципе, согласно моему поручению, необходимо усилить и продолжить работу по выявлению незаконно носимого оружия. Это очень важно. Вы знаете, что много преступлений совершается с применением оружия. И вольное, так скажем, хождение его по рукам, это способствует совершению преступлений разного характера. Эту работу нужно продолжить. Необходимо проводить эту работу системно в гоraэропортах. Наши сотрудники, которые находятся на местах, они должны быть постоянно ориентированы именно в этом направлении. К сожалению, великому, знаете, что большое количество короткоствольного оружия находится на руках. Как оно что прибывает, тоже мы знаем, в виде, скажем, охолощенного, потом переделывается. Фактически все выявленные эти факты связаны именно с таким видом вооружения. И, соответственно, нужно эту работу продолжить. В преддверии приближающегося летнего курортного сезона Роберт Киут поручил разработать план по усилению контрольно-пропускного поста МЮСЭРа, в том числе поручено применять ротацию кадров из районных подразделений в целях повышения эффективности работы сотрудников. Необходимо усилить работу Руслана Александровича в этом направлении. Периодически считаем необходимым командировать туда сотрудников для того, чтобы провести серьезную фильтрационную работу, для того, чтобы не допускать в зоны, где большое скопление лиц, приезжающих с целью отдыха, появлялись те, кто изыскивает возможность или желание наживиться преступным путем. Эту работу нужно продолжить. То есть у нас, скажем так, ежегодно, как вы видите, мы ведем серьезную подготовку, и профилактику нужно начинать проводить уже сейчас. Сегодня или завтра выйдет телефонограмма по горрайорганам, усилить работу. Это будет месяц. В конце месяца заслушаем о работе оперативных служб
которые будут работать именно по оружию. По Мюсере тоже мы усилим работу. Там есть проблемы с кадровой на КПМ Мюсера. Я думаю, мы в течение месяца-полтора решим. Роберт Кьют подробно остановился на теме поведения сотрудников уголовного розыска при взаимодействии с гражданами. Министр подчеркнул, что несмотря на сложную работу и частые провокации со стороны при исполнении своих служебных обязанностей, сотрудники должны действовать исключительно в рамках закона. Любые иные проявления будут пресекаться руководством МВД и наказываться в соответствии с уставом. Вы знаете, что у нас был недавно инцидент. Это полностью надо исключать. Воспитательная работа наших сотрудников должна быть в первую очередь. Президент Тониш, ты знаешь прекрасно, ребята, понятно, что очень активные, горячие и все остальное, но ни в коем случае какие-то рубежи переходить нельзя. Нашу работу мы должны выстраивать в рамках тех полномочий, которые перед нами стоят. Как и права, так и обязанности перед нашими сотрудниками есть. Если кто-то, Руслан Александрович, их до сих пор не знает, считаю необходимым провести работу воспитательного характера. Привлеките УВР. Воспитательную работу сотрудников надо поставить во главу угла. Тогда мы получим результат. Завершая совещание, генерал-майор милиции Роберт Кьют в очередной раз отметил, что на УУР лежит особая ответственность, и именно от их работы зависит напрямую имидж и статус всего ведомства. Со своей стороны мы будем вам оказывать всяческое взаимодействие. Ожидается пополнение автопарка, улучшение материально-технического оснащения в целом. Однако и требования к вам будут расти, резюмировал Роберт Кьют. К другим темам. На этой неделе в Гагре состоялась встреча, посвященная вопросам укрепления семейных ценностей и сохранению национальных традиций. Руководитель брачного агентства Анасып Нана Сичинава встретилась с общественными деятелями и жителями различных городов республики. Главной темой обсуждения стал институт традиционного посредничества в создании семьи и его актуальность в современных условиях. Каждый человек имеет право на счастье. Кто-то находит его самостоятельно, другие же обращаются к свахам. В Гагрском районе вот уже 21 год ведет свою работу благотворительный демографический фонд «Анасып». За это время, благодаря его деятельности, образовалось более 100 семей. По уже сложившейся традиции, руководитель фонда «Анасып», известная сваха Нана Сичинава, ежегодно организовывает встречи с работниками и гостями фонда. На этих мероприятиях обсуждаются дальнейшие планы и успехи в работе. Акигереча дарит зеречеюна зехну бри сгу блот ахсача аргар стахуб дарит зеречеюни хамов ахсача азимгац еджашу ксарыла ейбахтакуз шей студент соб ахучкурымов хи пши сгу яхот. Сводничество являлось неотъемлемой частью абхазской национальной культуры. По мнению Наны Сичинава, оно непременно помогает улучшению демографической ситуации в нашей республике. И поэтому сваха подходит к своей работе с особой ответственностью. За активную общественную деятельность она отмечена и наградами. Акома, Гудота, Очимчира район, Ишбалагинаса, Катакуршиги, Янахзашлаги, Яхамдуру Ацхабсахико, Ацгабзны сыны слухов шот, сот хара, ацгабса хайба дырот, дара задырги потуа курсот уи. Апсны айыр гало, тахсара фицко гало, хуч ксирку ее, аншас ехот, хгургаса. Участники встречи отмечают, что благодаря фонду в Абхазии были созданы крепкие семьи, и поэтому ему нужна поддержка для дальнейшего развития. Речкара. Абрец хурар, тухуп абри, дерахчкач контров, качар колот, ацгавцев, качар колот, харабас яхтахуп, аргама и пхазшо, амадзалахашталот, и бахарбот, и бахтот, хрыц храот, хрывыгалот, и
يخي يقوب يقلاب أمام زارق يقصر قلاب أسقارة شبيت خرقم زرق قلاب خا ويا شرات خزم حشود خراوت حراحيود شفقلوت حراحيود يتبوب خلاص حدنا يدود زن يجيك شك سرا خص خد قب خارلا أبراها حيشتنا براها بريحة جوب شبلا حخصوش باب ماشين لا حخرقوت باب أجا حيحود أخايا تخوب حرا организация Цхорара. С каждым годом увеличивается количество людей, которые обращаются в демографический фонд АНАСЭП. Это подтверждение того, что сводничество в современном мире не утратило своей актуальности. В Сухуме готовятся к проведению конкурса «Чистый город». Состоялось первое заседание комиссии по подготовке к общегородской акции. Первое заседание с участием руководителей всех управ и ряда департаментов провел председатель замглавы администрации Автандил Сурманидзе, сообщает пресс-служба администрации. Открывая заседание, Сурманидзе отметил, что конкурс направлен на более широкое вовлечение в благоустройство дворовых территорий населения, коллективов предприятий и организаций. В преддверии Дня города Сухум городские власти планируют провести масштабное благоустройство территории. Как сообщил глава администрации города, опыт прошлогоднего конкурса будет использован для достижения этой цели. На данном этапе основная задача возложена на управы. Необходимо оповестить горожан об условиях участия в конкурсе и скоординировать действия со службами жилищно-коммунального хозяйства, сказал Сурманидзе. Он также предложил рассмотреть возможность привлечения к благоустроительным работам предпринимателей. В столице Абхазии стартует подготовка к летнему сезону. Специалисты МУП «Зеленый город» проводят санитарную обрезку деревьев, чтобы сделать отдых в парках безопасным. Почему это важно для города, в репортаже Аристида Каракасиди. На улицах Сухума уже начинается подготовка к летнему сезону. Сотрудники МУП «Зеленый город» проводят плановые работы по санитарной обрезке сухих веток. В данный момент проводим работу на территории парка Паграта Шинкуба. Параллельно мы ведем работы по Кудорскому шоссе и улице Ишба. Тоже санитарная обрезка, очистка троллейбусных путей. Ведем работы по санитарной обрезке, в принципе, по всем деревьям, которые в этом нуждаются. В городской среде деревьям живется непросто. Из-за коммуникации и плотной застройки они слабеют и начинают сами сбрасывать сухие ветки. Чтобы отдых в парках был безопасным, нужно вовремя убирать все лишнее. Лучше им в лесу, там, где меньше людей, скажем так. Здесь вот вся инфраструктура, коммуникации, все настроено на отдых людей, и в любом случае, то есть дереву не совсем комфортно в этих условиях. Плюс еще сказывается возраст, разные заболевания, иммунитет ослаблен, и по разным причинам, в общем, все это складывается на то, что дерево начинает выключать некоторые ветки самостоятельно, чтобы снизить и нагрузку парусную. Как отмечают сами специалисты, важно вовремя высаживать новые деревья на смену тем, что уже отжили свой срок. Также деревья должны радовать глаз и при этом не быть угрозой для окружающих. А вы, уважаемые зрители, если увидите заградительную ленту, в этом случае, пожалуйста, проходите мимо. Обходите такие участки стороной ради вашей безопасности. Аристид Каракасиди, Торник Амичба, Абаза ТВ. Экономика и сотрудничество. Двухдневная бизнес-миссия предпринимателей из Адыгеи прошла в Абхазии. В состав делегации вошли представители фабрик, производящих специи и мясные изделия, деревянные двери, современную мебель. Они обсудили особенности местного рынка и законодательства с торгпредом России Залиной Кабесовой, провели 12 выездов на абхазские профильные предприятия и отметили хорошие перспективы заключения контрактов. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с абхазскими коллегами. Наши производители готовы предложить продукцию, которая будет востребована на местном рынке, и надеются на долгосрочное партнерство, подчеркнули в Центре поддержки экспорта Республики Адыгея. Третий национальный конкурс абхазских вин пройдет в этом году. Крупные заводы к участию не допускаются. Заявки принимаются с 16 февраля по 2 марта. После этого каждого участника посетит комиссия, которая отберет образцы вин. Их оценят во время недели конкурсной дегустации. Мероприятие проводится компанией «Вина и воды Абхазии» при поддержке Ассоциации виноделов и виноградарей. Победителей объявят 26 апреля на первом винном форуме «Акачич-2026». Марьяна Котова пообщалась с организаторами. В Абхазии проходит третий национальный конкурс вина.
В нем могут принять участие как мелкие производители, так и крупные заводы. Оцениваются они в разных номинациях и по разным критериям. Чтобы узнать побольше о том, как проходит конкурс, в чем его особенности и где и когда будут награждаться победители, мы приехали на винзавод, чтобы спросить все у организатора конкурса Николая Ачба. Вообще конкурс задумывался не как конкурс ради конкурса, чтобы кого-то наградить или даже выяснить, у кого лучше вино, а как мероприятие для привлечения новых людей в эту отрасль. Было желание обратить на это внимание и как-то стимулировать людей, чтобы они этим занимались. Очень мало кто может себе позволить в Абхазии сегодня создавать такое крупное, большое предприятие с большой лабораторией, с линиями розлива и так далее, да, вот как на заводе, где мы находимся. Соответственно, мелким хозяйством, тем более начинающим виноделам, конкурировать с ними тяжело. Я бы хотел, чтобы этот конкурс развивал вот именно такую частную инициативу небольших хозяйств, я не знаю, небольших виноградников от полугектара до 10, 20, 30 гектар, кто как сможет. Заявки от всех желающих принять участие в третьем национальном конкурсе вин принимаются с 16 февраля по 2 марта. Затем начнется второй этап конкурсного отбора. Экспертная комиссия будет выезжать на места хранения напитка и отбирать пробы. Экспертный совет будет рассматривать каждую из этих проб. И уже затем начнется дегустационная неделя, где вино будут рассматривать с точки зрения вкусовых качеств. 26 апреля начнется форум абхазских вин под названием «Акачич», где уже все желающие смогут отведать вино и оценить его своим субъективным взглядом. Во-первых, Абхазии Бог дал возможность стать страной виноделия. Да? Наши погодные условия, наш климат, наша земля нам это позволяет. Очень много стран в мире хотели бы этим заниматься, но у них нет такой возможности. У нас такая возможность есть, и ей надо, на мой взгляд, обязательно воспользоваться. Кроме того, мы себя позиционируем как туристическая страна, а винный туризм очень развит во всем мире, и это отдельное и очень интересное направление, которое пользуется огромным успехом, просто огромным во всем мире. Что вокруг этого развивается целая индустрия, начиная от производства вспомогательных материалов, кончая реализацией товара. И в-четвертых, что для меня, может быть, в-первых, это повышает имидж нашей страны. У третьего национального конкурса абхазских вин есть амбиции выйти за рамки профессиональной площадки, где оценивается лишь качество местных производителей вина. Организаторы намерены сформировать современную абхазскую винную культуру для того, чтобы укрепить позиции и репутацию местных производителей и сделать так, чтобы вино, произведенное в Абхазии, стало популярнее, чем импортное. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ. Новости культуры. Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России пройдет в Сухуме 28-29 августа, рассказал автор проекта Александр Шоуа. В нем примут участие певцы из обеих стран, в том числе лауреаты престижных премий, «Золотого граммофона», «Песни года» и других. Естественно, будет молодежь, в том числе Абхазии, у которой будет фантастический шанс показать себя на одной площадке со взрослыми артистами, отметил Шоуа. Это поможет творческим людям наладить контакты, уточнил он, так как чаще всего они общаются именно за кулисами. Культурный обмен будет проходить и в сфере гастрономии, участников будут угощать национальными абхазскими и русскими блюдами. Начался прием работ на 9-й фотоконкурс «Территория успеха» в объятиях природы. Его проводят Росконцерн «Росэнергоатом» и венгерская АЭС «Пакш». Участвовать могут подростки 12-17 лет из российских атомных городов и зарубежных городов-побратимов, в том числе абхазских – Сухума, Гагры, Нового Афона, Пицунды и Тупарчала. Конкурсанты должны сделать фотографии, отражающие красоту их родины, природы, животных, городских пейзажей. Снимать можно на камеры и мобильные телефоны, фотомонтаж и изображения, сгенерированные ИИ, не допускаются. Победителей объявят 30 марта, их пригласят на экологический детский форум, который пройдет в Абхазии с 11 по 18 июня.
Театр русской песни Алены Ларькиной собрал зрителей в Абхазской госфилармонии для празднования Масленицы. Коллектив исполнил народные русские песни, яркие хореографические номера, включая такие композиции, как «Осенняя роса», «От зари до зари», «Печки-лавочки», «Ах, Масленица» и «Занавесочка». Традиционные костюмы артистов великолепно передавали богатую историю России. Ведущая рассказала об истории Масленицы, особенно подчеркнув значение каждого дня праздничной недели и традиционные атрибуты. На каждый день масленичной недели были исполнены подходящие песни, отражающие суть празднования от радостной встречи весны до примирения и обновления в прощенное воскресенье. В завершении выпуска о погоде. В выходные дни 21 и 22 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье с полудня, ближе к вечеру местами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 9 до 14 градусов. Температура морской воды 10 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ. Удачных выходных!